Всем привет-привет! С вами канал Элайф. И мы находимся на нашем любимом Нижнем пруду. Вот так он меняется с течением наших сезонов. Сейчас уже поздняя осень, скоро декабрь. Вы посмотрите, как все изменилось. Вот дом советов за деревом. Вот такие пейзажи здесь. Гульки сидят. Видите? И вот так вот теперь все наполнилось другими совершенно красками, цветами. Гуляют люди. Сегодня у нас плюс 11 градусов. 15 ноября 2020 года. Мы решили прогуляться немножечко у пруда, да? Он недалеко от нашего дома. Сейчас посмотрим на птичек, на людей, на собачек. Владимир Николаевич, вы не хотите поприветствовать нашу аудиторию? Всем привет! Сегодня я уже с вами. Не только Максимка. А Максимка сегодня как раз таки не пошел никуда. Он остался дома, потому что ему надоело, что я его заставляю таскать продукты, вот 100%. Вот видите, как все выглядит сейчас. Где-то деревья уже облетели. Тут вот у нас газончик прикрыли зачем-то. Надо, видимо, так. Здесь птички плавают. Видите? Там он листва аж горит оранжевым цветом, коричневым каким-то, коричнево-оранжевым. А вот там вот золотым. Ну, какое дерево стояло. Такой цвет есть. Покажем, постараемся показать все краски Нижнего пруда. Да. А вон там нырок. Прям только что. Вот прям, видите, заныривает, выныривает уточки. Или нырки, как они называют? Сейчас, нет, не нырки, а Курицы эти. лысуха. Или водяная курица, или лысуха называют. Видите, как ныряет интересно прям. Ну, давайте. Мы решили что-то вот в другую сторону немножко пойти. Потому что там мы всегда снимаем. С этой стороны редко. Сейчас здесь прогуляемся. Последний раз мы этим путем снимали встречу мопсов на Эльбе. Да, это было что-то. Демид у нас красавчик. Так он любит шуршать в листве в осенней. Прям такой счастливый встает. Вот подходит к куче листьев. Все собаки, мне кажется, очень любят листья осенние. И вот он прям там шуршит, что-то прям, вот прям ходит по этой куче. Нюхается постоянно. Вот. Я его тогда выгуливала. И он прям ныряет туда. И Владимир Николаевич каждый раз говорит, выходим, когда он очень любит листья. Да, его хлебом не корми, дай листьев. В листьях поковыряться. Да, поковыряться надо ему. Видите, какие пейзажи здесь. Видите, как шикарно осень выглядит в Калининграде. Ну, плюс 11, я считаю, это очень хорошая погода. Потому что вчера было 8, мы как-то подмерзали все равно. А 11 прекрасно, прям так. Ветерок сразу такой тепленький, так хорошо. Небольшой туман, вот дымка такая. Ну, Я ветер называю это идеальной осенней погодой. Где-то градусов 10 тепла, немножко солнца выглядывает, туман, листья падают, цвета, краски осени. Вот это, в моем понимании, это идеальная европейская осенняя погода. Вот тут мне нравится такой вот вид. Шикарнейший. Видите? Шикарный вид. И так потихонечку листики падают. Вообще классно.
как кормят чаек. Там вот когда люди приходят кормить чаек, такой крик стоит всегда. Прям они толпой накидываются и кричат, и кричат. Ну, это шумный народ, чайки. Однозначно. Хочется какой-то даже сегодня тишины, потому что так погода располагает. Смотрите, какая собачка. Маленькая собачка. Вот какая хорошая собачка. Видите? Здравствуй, здравствуй, собачка. Собачка передала привет Демиду. Ага. Бывает. Смотрю с левой стороны пейзаж. Камыш. Да, вообще. Прям шикарные виды. Если уже, как говорится, есть. Мы вчера с Владимиром Николаевичем вечером работали со мной по поводу правильности питания, принятия себя таким человеком, какой ты есть. И я, знаете, что поняла? Что в человеке самое важное – это духовность. То есть, вот как бы банально это сейчас не звучало, но вот смотрите, допустим, женщина, она хочет быть худой, стройной, красивой внешне. Вот она себя все время приукрашивает. Косметика, волосы, ногти там, да, вот это все. Одевается. И мы начинаем разбирать, какая в этом цель. Ну, наверное, стать сексуальной. Вот. И цепочка, допустим, если она стала сексуальной, что дальше? Ну, вот ей начинают мужчины делать комплименты. Ну, вот подошел к тебе мужчина. Сделал он тебе комплимент. А дальше? Дальше что? Дальше ты можешь ему ответить взаимностью, симпатией. Можешь, ну, не отвечать, да? Но само по себе, по сути, если ты не отвечаешь, значит и комплимент тебе этого мужчины, ну, не особо и нужен. А если отвечаешь, то, ну, один, второй сделал комплимент, третий, четвертый. Ну, то есть этих мужчин коллекцию собирать не будешь, правильно? Нужен вроде как всего один. И от него только и нужны комплименты. Вот. То есть, ну, получается, моя женщина хочет стать красивой, стройной, чтобы вот у нее был хороший мужчина. Ну, уж один, немного их, допустим, да. И получается так, что вот, допустим, если женщина замужем, то у нее эта цель какая-то, ну вот, красоты и стройности, начинает пропадать. У нее же уже все есть. Ну, не надо никого там, да, завоевывать, что ли, своей красотой. Смотрите, как тут прекрасно. Какой пейзаж хороший. Это ж надо. Птички плавают. И вот мы разбирали, как же вот... Ну, допустим, если ты все-таки хочешь быть красивой, ну, даже для себя, да, а вот мотивации у тебя уже нет. И все происходит через духовность, через самую настоящую духовность. То есть, когда у женщины есть мужчина, ей как бы нужно быть красивой, допустим, для себя, но не для мужчины. И уже не чтобы получать комплименты, а, допустим, чтобы быть здоровой, да. Вернее, наоборот, она становится здоровой, от этого красивой, допустим. Здоровый человек всегда красивый. И вот все происходит через духовность. Через повышение уровня духовности. Мы вчера очень много разбирали. И как бы ты каждый день не работал с собой или с какими-то своими блоками, установками негативными, недостатками,
Вот нет предела, как говорится, совершенству. Ты все равно будешь каждый день в себе находить еще какие-то программы негативные. Потому что, ну, мы их можем даже приобретать каждый день. Вот. Кто-то что-то сказал уже, опять программа. Кто-то что-то еще сделал, опять программа. Вот мы вчера очень много с этим работали. Вот как вы считаете, вы принимаете себя таким человеком, какой вы есть? Вот со всеми вашими недостатками, достоинствами. Ну и при том, что вы себя приняли, довольны ли вы собой, да? Вот если вы собой довольны, хочется ли вам при этом приукрашиться, окраситься, заниматься спортом? Или вам достаточно просто вот жить и все? Расскажите, как у вас это происходит. Есть ли у вас проблемы вот именно с взглядом на себя, да, самоопределением каким-то? Мне кажется, это есть у каждого человека вот проблема с самооценкой, с какой-то. У кого-то она завышена, у кого-то занижена. И только редкий случай, когда в человеке вот действительно все гармонично. Там, по-моему, вороны подрались. Да. 3 вороны. Но ты еще не рассказала о выводе, что духовный человек всегда красивый, неважно даже как он выглядит физически. Ну, почему? Это я сейчас объясню. Вот видели ли вы святых? Человек святым может стать и в молодости, но потом все равно приходит старость. Старость приходит каждому из нас, как ни крути, какими бы мы не были духовными, да, все равно придет эта старость. И человек в старости, редко бывает прям такой уж супер красавчик. Но когда человек святой, он людям дает Бога. И они видят в нем красоту, несмотря на то, что он сморщенный старичок. Понимаете? Они хотят прикасаться хотя бы к капельке там его одежды или к ноге. Потому что они знают, что если они прикоснутся, они получат, обретут в себе частичку Бога. А кто самый у нас красивый? Кто самый лучший? Это Бог. И как бы вы не видели Бога, в каком бы обличии, Он все равно будет красивым для вас, потому что у Него есть благость, благодать. И вот в святом всегда есть эта благодать. И какой бы он ни был там маленький сморщенный старичок, вы эту благодать ощутите, и вам будет казаться, это самый красивый в мире человек. Точно так же бабушки наши, дедушки. Мы видим от них добро. То есть те, от кого мы видим добро, кажутся нам безумно красивыми, правильно? Да, Владимир Николаевич? Да, конечно. И так получается, что физическая красота, она не так уж и важна, если ты хочешь быть действительно красивым, по-настоящему, из души. Просто нужно быть добрым и дарить людям Бога. Так получается. Какие-то эмоции позитивные, не обязательно это очень мощные эмоции. Это могут быть тихие эмоции, это могут быть тихие чувства благости, чувства единения со всем сущим, чувство безусловной любви. И если человек умеет это дарить, умеет близко к сердцу не принимать негатив по отношению к себе, он становится благостным. Соответственно, пусть даже в глазах тех, кто его не знает, он может быть просто сморщенным старичком, а в глазах тех, кто ощутил эту благость, он самый красивый человек на свете. Вот если у вас нет этого чувства, что вы любимы людьми и Вселенной, то вы просто не оказались в нужном месте в нужное время. Вот смотрите, в России живет очень много людей. Ну вот сколько? 145 миллионов, допустим, примерно, да, или 148. И большая часть из них принадлежит к среднему и, как сказать, низшему, что ли, классу, так выходит. Вот. Но
каким бы вы не были средним по доходу, допустим, если бы вы оказались перед ребенком или перед детьми Африки, которые элементарно не могут попить, и напоили бы их водой просто за свой маленький или средний доход, то есть оказались в нужном месте в нужное время, правильно? Вы бы стали для них самым красивым человеком, потому что вы дали им попить, когда они не могли попить очень долгое время. Это я просто привожу пример, что каждый из нас может оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы быть благостным для кого-то, сделать кому-то добро, и в тебе, естественно, увидят всю любовь этого мира. То же самое в России. Если ты даже самый-самый-самый бедный человек, у которого нет возможности поделиться с кем-то, деньгами как энергией, даже самыми крохами, ты можешь сделать для кого-то другое добро. Сказать хорошие слова, например. Ведь, вспомните, а кто когда вам в последний раз говорил хорошие слова? У кого повернулся язык? Получилось у кого-то, не получилось в недавнем прошлом. Вот. Если у вас такой человек был, то он для вас какой? Для вас очень красивый человек. И вы можете, даже будучи совершенно нищим человеком, сказать кому-то хорошие слова и станете для него самым-самым красивым. А у вас ведь не будет при этом какой-то физической красоты. У вас не будет дорогих вещей. Понимаете? Поэтому невозможно вот как-то выяснить, нужна она эта красота или вообще, может быть, не надо. Насколько она важна. Красота, сексуальность, лоск, красивый гардероб. И вот я в этом прям очень запуталась. То есть запуталась не в том, могу ли я стать красивой или не могу. Могу. А вот зачем мне это? И у меня до слез вчера дошло, когда мы с Владимиром Николаевичем работали. До слез. Потому что я выхожу в медитацию, вижу Саибабу. Вижу Саибабу, начинаю с ним разговаривать. Он мне говорит, тебя Бог любит, и начинаю плакать. Ведь самое главное, что для человека? Чтобы его Бог любил. И вот получается так, что я немножко запуталась. А началось все с того, что джинсы, кофта, серый пуховик, каждый день хвост. Одно и то же. Никакой косметики. То есть не вижу цели не одеваться, не краситься, ничего этого. Работа, много работы. В любом случае, такие раскопки иногда очень полезны, важны для того, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом. И порою понимаешь, что не нужно гнаться за чем-то таким, что хочет общество, а нужно прислушиваться к своей душе. И иногда даже действовать вопреки тому, что требует общество, иногда порой достаточно серьезно. У меня как-то так сложилось в жизни, что мне совершенно не важно, что обо мне думают большинство окружающих, мимо проходящих и так далее людей. Как сказать, от души просто фиолетово. Не знаю, как это даже объяснить. Блокировка. И наверное, если даже я буду становиться какой-то там супер
красиво или еще что-то. Ну уж точно не для того, чтобы меня там в этом обществе оценили. Я бы не сказал, что это блокировка. Нет, я сказал, имею в виду, что я блокировала мнение вот этих всех людей. Ну, тут скорее всего, что не блокировка, а именно не привязанность к мнению других Да, людей. непривязанность. Отпустила Для я это. кого-то важно, что о нем думают другие. Они живут всю жизнь. А что обо мне подумают люди? А что обо мне скажут люди? То есть они не живут свою жизнь, они пытаются угодить всем. А всем угодить нереально. Это гиблое дело. Поэтому кто-то поумнее начинает фильтровать мнение других людей, начинает выставлять приоритеты. Мнение этого человека важно, мнение этого человека не важно. Мнение там бедных, богатых, мнение близких, мнение друзей. Ну вот, выставляет собственные приоритеты. Но это следующий шаг. А дальше идет шаг, когда даже это мнение постепенно уходит в сторону. И человек просто живет от души. Он начинает понимать, что он как бы хозяин своей жизни, а не жертва мнения других людей. Но это постепенно, шаг за шагом. Я думаю, под падающее здание мы, наверное, не пойдем. Ну да. Можно к тому пруду дойти. Пошли. Там какое-то реновационное строительство идет. Угу. Посмотрим, что нового. Мы давно здесь уже не гуляли. Угу. А вот я как-то читал вспоминания святых людей, которые изредка все-таки делились своим ощущением. Допустим, там одному учитель сказал: бери миску для подаяний, пусть даже он достаточно богато жил. А учитель говорит: вот бери миску для подаяний, иди как бы по местам, святым местам, просто для того, чтобы он не привязывался к одному месту и к, скажем там, к сидячей только практике медитации, либо практике выполнения молитвы, а чтобы